В Кыргызстане началось возрождение ряда угольных шахт, работа которых была приостановлена из-за отсутствия средств. Для их запуска начаты инвестиционные проекты Кыргызстана с Китаем. Заключаются контракты на разработку угольных шахт открытого типа по принципу 60% на 40, а на разработку подземных угольных шахт будет применяться доля 70/30. Бұл жерде ең маанилүү нерсе бұл биз көмір кеніндегі 70%-ын инвесторларға берген. Мы заключили с угольными компаниями Китая 4 соглашения. Относительно долей хочу сказать следующее. Если мы заключаем контракт на разработку подземных угольных шахт по принципу 70/30%, то это не означает, что мы отдаем китайской стороне 70% шахты. Это всего лишь процент от добываемой продукции. Мы не передаем землю и лицензию инвестору. Это все остается на балансе госпредприятия «Кыргызкөмүр». По словам экспертов, основная цель соглашений заключается в том, чтобы снизить стоимость угля в Кыргызстане. А для этого нужно обеспечить конкуренцию на рынке, возродив старые шахты. Разработка подземных угольных шахт может стать убыточным делом, отметил геолог Бакытбек Канетов. По его словам, когда инвестор начнет разработку забытых шахт, цена на уголь может снизиться. Көкжаңгак, мынау Тегене, бұл шахталарды Кытайдын жардамы менен көмүрдү казып чыксак, в случае, если инвестор начнет разработку и добычу угля в таких шахтах, как Кокджангак и Тегене, то дефицит твердого топлива может прекратиться, и тем самым в стране снизится цена на уголь. 70/30% – это самая верная процентовка при заключении соглашения, так как 30% продукции будет оставаться государству. При этом наша страна не вкладывает в разработку ни сома, а после чего сможет по себестоимости реализовывать уголь населению. Идею о процентовке 30/70 по соглашению об угольной шахте Кокджангак поддерживает и геолог Кадырбек Кокетаев, отмечая, что этот участок действительно сложный для разработки. Тысячный горизонт нүсті жағына еметкенде, ал қиын. Аерде біз разведка жасағамыз, абдан сложный. В свое время мы проводили геологическую разведку данного участка. И действительно, этот участок сложный и находится на тысячном горизонте. Также я хочу добавить, что каждый лицензионный участок надо изучать тщательно. Напомним, что 25 октября между Министерством энергетики и рядом китайских компаний были подписаны соглашения по сотрудничеству в сфере энергетики. Они также включают разработку месторождений и строительство угольного логистического центра с ленточным конвейером на КПП Эркештам. Конвейер, в свою очередь, исключает человеческий фактор при транспортировке угля, обеспечивая круглосуточное перемещение угольной продукции из логистического центра. Жибек Исакова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.